Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня мы с вами проводим вступительные испытания для тех, кто поступает по направлению педагогическое образование, профиль дошкольное образование. В рамках этого профиля вступительное испытание проводится по дошкольной педагогике. Форма сдачи вступительного испытания дистанционная в виде тестирования. Во время тестирования вам будет предложено ответить на 25 вопросов. Продолжительность вступительного испытания составляет максимально 60 минут. Для тех абитуриентов, кто имеет ограниченные возможности здоровья, может быть увеличено время вступительного испытания до 1,5 часов при наличии соответствующих документов. Минимальное количество баллов, которые вы должны набрать, чтобы поступить, чтобы участвовать в конкурсе, это 40 баллов. Максимальное, конечно, это 100. Посмотрите, пожалуйста, структура тестовых заданий, она включает в себя вопросы по следующим разделам, таким как теоретические основы дошкольной педагогики, дошкольное образование как система, основы целостного педагогического процесса в ДОУ, воспитание и обучение детей дошкольного возраста, проектирование педагогического процесса в дошкольной образовательной организации. Как проходит сдача вами вступительного испытания в форме дистанционного тестирования? Итак, свой самый первый вход вы осуществляете через тот логин и пароль, который пришел вам на электронную почту. Приемная комиссия отправляет вам на ту электронную почту, которую вы указали. Если вдруг вы не видите, что вам пришло письмо, посмотрите, пожалуйста, в папку «Спам». Иногда может быть такое, что ушло в папку «Спам». Последующее посещение сайта вы уже проходите под своим паролем, который вы поменяете. Да? То есть при первом вхождении вам нужно поменять тот пароль, который вам пришел, на новый пароль, тот, который будет известен только вам. То есть вы его меняете. Перед каждым экзаменом вам необходимо сфотографироваться и прикрепить цветное фото, на котором видно ваше лицо и разворот паспорта с теми 2 страницами, где видно ваша фамилия, имя, отчество и фотография. Фотография должна быть качественная, четкая, чтобы было видно, что лицо, которое сдает вступительное испытание, это одно и то же лицо, да, тот же человек, который предъявил паспорт, который является у нас абитуриентом. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что время прохождения экзамена ограничено. Это максимум 60 минут. И у вас есть только одна единственная попытка. Если вдруг по какой-то причине вы начали проходить тестирование, и, например, вам кто-то позвонил в дверь или по телефону, и вы решили выйти, да, например, из тестирования, потом пройти, это уже невозможно. То есть войти в систему можно только один раз. Поэтому в тот период, когда вы определите для себя время прохождения вступительного испытания, создайте для себя условия, чтобы исключить все возможные отвлекающие вас факторы. Отключите телефон, попросите близких, домашних, да, чтобы никто вас не отвлекал, все понимали, что вы сдаете вступительное испытания, потому что второй попытки войти в систему не будет ни при каких условиях. Само расписание вступительных испытаний, оно располагается на сайте приемной комиссии. Посмотрите, мы заходим на сайт приемной комиссии БГПУ. Это abitur.bspu.ru, вы выбираете бакалавриат и специалитет и видите, да, вот стрелочками указано расписание консультаций и вступительных испытаний.
Посмотрите, по дошкольной педагогике, во-первых, синеньким написано СЭМ-программу. То есть вы, конечно, прежде чем сдавать сами вступительные испытания, посмотрите программу, заранее ее посмотрите, чтобы было понятно, по каким разделам, по каким темам проводятся вступительные испытания и, соответственно, подготовиться к этому вступительному испытанию. Консультация у нас проводится 21 июля, а доступ к экзаменам открыт как в основные дни для тех, кто подает документы в разные даты. Посмотрите, здесь по разным категориям поступающих у вас и разные даты подачи документов, соответственно, разные даты вступительных испытаний. Хочу обратить ваше внимание на то, что вы можете пройти вступительное испытание в любое время, которое указано в расписании, в то время, которое вам удобно, с 10 до 22 часов. То есть, если вы попытаетесь войти в 8 или в 9, то система еще не открыта. Система открывается в 10 утра и закрывается в 10 вечера. Значит, что не позже 9 вечера, не позже 21 часа вам нужно начать вступительное испытание, если вы решили отложить его на самый вечер, да? Ну а еще лучше не позже, чем 8:30. Не откладывайте на последний час, выберите диапазон времени достаточно широкий, возможность у вас есть выбрать время для прохождения тестирования в течение всего дня. Если вдруг в этот день сложились какие-то форс-мажорные обстоятельства, связанные с состоянием здоровья или еще с какими-то семейными или другими непреодолимыми, да, событиями, и вы не можете никак присутствовать на экзамене, то у вас есть резервный день. Резервный день, посмотрите, определен. Здесь время немножко другое. В резервный день время сдачи до 17 часов. Значит, в систему нужно войти не позже 16, а еще лучше не позже 15:30. И, конечно, у вас должна это быть очень веская причина, подтверждающие документы, почему вы не смогли войти на экзамен именно в отведенный день, например, 23 июля, 17, 19 августа или 15 сентября, в зависимости от того, по какой категории вы поступаете. Как подготовиться к сдаче вступительного испытания? Еще раз обращаю ваше внимание на то, что у нас есть программа вступительных испытаний. Она есть в вкладке «Программа вступительных испытаний». Вы выбираете свою, ту, на которую вы поступаете, в частности, программу «Дошкольная педагогика». Посмотрите, как выглядят первые страницы этой программы. То есть здесь у нас даются общие в целом рекомендации и требования к проведению вступительного испытания, перечень разделов и тем, то есть все, что необходимо, вы в программе найдете, чтобы подготовиться к вступительному испытанию. И, конечно, есть список рекомендованной литературы, то есть те базовые учебники, которые необходимо почитать, чтобы успешно сдать вступительное испытание. Давайте посмотрим с вами на примерные задания, которые включаются в испытания. Ну, допустим, согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, часть программы, которая формируется участниками образовательных отношений, сколько составляет? Здесь вы должны знать, да, сколько это процентов составляет эта часть: 40, 60, 50 или 80. Или, например, результатом освоения детьми образовательной программы что будет являться в дошкольном возрасте? Это, например, вы выбираете, да, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства. Внимательно читайте каждый из вопросов и не торопитесь завершить тест.
То есть у нас с вами 25 тестовых заданий и 60 минут времени. Равномерно распределите время. Если у вас будут какие-то сомнения, можно подумать, еще раз вернуться, да, к ответу, прежде чем дать ответ на какой-то поставленный вопрос. То есть не торопитесь завершить выполнение тестовых заданий, ведь каждый балл, он может стать решающим при конкурсной ситуации, поэтому отнеситесь серьезно к прорешиванию тестовых заданий. Ну и, конечно, рассчитайте время, чтобы не получилось так, что вы очень долго думали и, например, успели за час ответить только на 18 вопросов из 25. Время, естественно, никто продлевать также вам не будет. Через час закрывается работа системы, да, время заканчивается, поэтому следите за временем и используйте его оптимально. А если у вас возникнут вопросы, то в день консультации вы можете обратиться ко мне, к Брониловой Ирине Геннадьевне. Вы видите мою почту bronilova.mail.ru и также мой номер телефона 987 023 60 04. Можно написать в WhatsApp, можно позвонить с вашим вопросом. И, конечно, контакты приемной комиссии нашего университета, Акмулинского университета. Это сайт abiturbspu.ru и телефон горячей линии. Желаю вам успешного вступительного испытания, чтобы вы на высокие баллы сдали вступительные испытания, и ждем вас в числе студентов Акмулинского университета. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмулы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребуют, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный, разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в
первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.